Произошло то, чего за 5 месяцев войны США с Ираном еще не было. Две маленькие арабские монархии Персидского залива, Кувейт и Бахрейн, впервые сами ударили по Ирану. Ударили тайно, боевыми самолетами по военным объектам в Иране. И вот это важный разворот этой войны. До сих пор эти обе страны были только жертвами. По ним постоянно прилетало, а они молчали. Теперь они перешли черту и нанесли ответный удар по Ирану. И это еще не все. За кулисами этой атаки стоят Объединенные Арабские Эмираты, которые дали разведданные и обеспечивали воздушное прикрытие. То есть речь уже не об отдельной стране, а о зарождающейся коалиции арабских монархий против Ирана. Еще раз. Бахрейн и Кувейт подняли в небо свою авиацию и нанесли прямой удар по Ирану, а Эмираты курировали эту операцию с помощью разведки и воздушного прикрытия. А параллельно эти же страны сейчас лихорадочно перекраивают всю энергетическую карту региона, строят трубопроводы в обход Ормузского пролива, чтобы как-то вырваться из-под иранского удара. В общем, давайте в этом выпуске сейчас вместе разберем оба процесса подробно, потому что они между собой связаны, и обсудим, насколько же война против Ирана действительно расширяется. Итак, начну с действительно исторической атаки по Ирану. По данным издания Wall Street Journal, еще в начале июля истребители военно-воздушных сил Бахрейна и Кувейта среди ночи тайно поднялись в небо и нанесли серию авиаударов по иранской территории. Для обеих стран это стало первым в истории прямым ответным военным ударом по Тегерану. Что было целями? По информации источников газеты, удары пришлись по складам хранения беспилотников и ракет, а также по другим военным объектам. То есть били именно по тому, чем Иран атакует их самих, по арсеналам дронов и ракет. Отмечу, что и Кувейт, и Бахрейн больше всего сейчас страдают от ударов Ирана, так как на их территории размещены военные базы США. Но ключевая деталь вот этой тайной операции – это роль ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты, которые уже наносили множественные удары по Ирану на начальном этапе войны, на этот раз предоставили разведывательную информацию о целях и обеспечили воздушное прикрытие ударной группы. То есть Эмираты выступили организатором и наводчиком, а Кувейт и Бахрейн – исполнителями этой операции. И вот что говорит Wall Street Journal о значении этого факта. То, что в рамках одной операции сотрудничали сразу три страны – Бахрейн, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты – свидетельствует о зарождающейся коалиции арабских государств в противодействии Ирану. Раньше каждый отбивался сам, теперь они начинают действовать сообща, и это важно для всего региона. Интересно, что в правительствах Бахрейна и Кувейта официально эти удары не подтверждают, но и не опровергают. Почему эти три страны Персидского залива на такое решились? Почему эти три страны Персидского залива на такое решились, тоже важно понять. Почему, например, не Саудовская Аравия? Думаю, страны Персидского залива начинают понимать, что эта война будет продолжаться еще некоторое время. Это в конечном итоге означает, что им придется открыто противостоять Ирану напрямую и просто пересидеть уже не выйдет. А вот в этом, как мне кажется, вся суть. Wall Street Journal пишет: удары в начале месяца показали, что арабские государства все острее чувствуют опасность быть втянутыми в затяжной конфликт. 5 месяцев эти монархии надеялись отсидеться, оставаясь просто площадкой для американских военных баз. Но Иран регулярно бил по ним, именно потому, что на их территории стоят военные базы США, и в какой-то момент терпеть стало невозможно. Напомню контекст, чтобы было понятно, за что они мстили. Вот Бахрейн, Кувейт, Эмираты. Из последнего, 19 июля в Кувейте из-за иранского обстрела возник пожар на электростанции и опреснительной станции воды. 20 июля Иран нанес удары по американским объектам в Бахрейне и Кувейте. И после этого Иран каждую ночь, по сути, атакует эти страны. По Эмиратам тоже прилетало, Дубай останавливался, по аэропорту прилетало и так далее. Иран месяцами
превращал эти страны в мишени. И они наконец-то ответили. Реакция Тегерана предсказуема. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не уступит давлению и, цитата, «продолжит действовать до достижения целей и требований иранского народа», и подчеркнул: «Мы не примем временное прекращение огня». Ну а командующий штабом Хатам Аль-Анбия пригрозил, что теперь и эти страны, цитата, «не будут в безопасности». Но это даже звучит смешно. Слушайте, Иран угрожает сейчас Кувейту и Бахрейну, что они не будут в безопасности, в то время как Иран уже 5 месяцев именно их и бомбит практически каждую ночь. Знаете, мне это напомнило один эпизод российско-украинской войны. Помните, как в начале полномасштабной войны российский диктатор Владимир Путин и вся его свита заявляли, что это же Россия еще даже не начинала воевать на полную силу. Путин говорил: да это мы еще даже не начинали. Но вот как начнем, так мало не покажется. И россияне носились с этой фразой достаточно долго. Они повторяли: да это мы еще даже не начинали. И вот в России массово горят нефтеперерабатывающие заводы. Горят склады Wildberries. Крым обесточен без бензина и по факту изолирован. Украинские дроны парализовали порты России в Черном море. Украинские беспилотники летят уже за Урал и бьют по кораблям в Каспийском море. И что выходит? Россия так и не начала по-настоящему воевать? Или это немножко другое? И вот это заявление командования Хатам Аль-Анбия по поводу Бахрейна и Кувейта очень сильно похоже на это. Они говорят: вот теперь-то, вы посмели по нам ударить, теперь вы не будете в безопасности. Так вы 5 месяцев до этого их бомбили. И вот на фоне всего этого посольство США в Израиле снова призвало американских граждан проявлять повышенную осторожность, сохранять бдительность и быть готовыми к возможным отменам рейсов, закрытию воздушного пространства и другим сбоям. Теперь вторая, не менее важная часть этого выпуска, потому что арабские страны не только начали бить в ответ, но и адаптируются к этой войне. И лучше всего это описал бывший координатор Белого дома по Ближнему Востоку Брэд МакГурк в аналитической колонке для CNN. То есть человек, который служил при 4 президентах США: Буше, Обаме, Трампе и Байдене. Давайте разберем его текст подробно, потому что он объясняет, куда движется сейчас весь регион. Главная мысль МакГурка в следующем. Иран превратил Ормузский пролив в оружие, а теперь его соседи работают над тем, чтобы вообще обойти этот пролив стороной. Не бороться за него, а сказать: да и черт с тобой, забирай, а мы займемся другим. По всему Ближнему Востоку правительство и энергетические компании ускоряют строительство трубопроводов, портов и транспортных коридоров, спроектированных так, чтобы возить нефть, газ и товары в обход Ормузского пролива, а не через него. Давайте разберем конкретные проекты, которые перечисляет МакГурк. Объединенные Арабские Эмираты. У Эмиратов уже есть порт и трубопровод немножко южнее Ормузского пролива, который сейчас доставляет на мировые рынки там чуть меньше 2 миллионов баррелей в сутки. Эмираты объявили масштабную программу расширения, и они планируют удвоить эту мощность уже к концу 2027 года, доведя ее до 3,6 миллионов баррелей в сутки. Дальше Ирак и Сирия. На прошлой неделе новый премьер-министр Ирака посетил Белый дом и объявил о десятках миллиардов долларов новых инвестиций от американских нефтяных компаний в координации с Сирией. Цель – восстановить простаивающие трубопроводы и построить новые, чтобы экспортировать иракскую нефть и кувейтскую нефть, кстати, к Средиземному морю. Пропускная способность этого маршрута 2-3 миллиона баррелей в сутки. Спецпосланник Трампа по Ираку и Сирии Том Барак сказал, что цель этих проектов – сделать Ормузский пролив, цитирую, абсолютно незначительным примерно к 2030 году. Дальше. Ирак и Иордания. Правительство Ирака также ускоряет планы строительства нефтепровода в Иорданию. Он свяжет Басру с Хадитой на западе Ирака с ответвлением к иорданскому порту Акаба и позволит экспортировать нефть через Красное море на мировые рынки. Там от 1 до 2,5 миллионов баррелей в сутки.
Этот проект давно обсуждался, но именно в этом месяце Иордания и Ирак объявили об ускорении его развития. Ну, прямым текстом это ответ на кризис в Ормузском проливе. Ну и это еще не все. Саудовская Аравия сейчас обсуждает северный маршрут для поставок в ту же Акабу или дальше на север через Турцию к Средиземному морю. И вот здесь МакГурк приводит историческую параллель. После распада Советского Союза Соединенные Штаты Америки предложили амбициозный трубопровод через Азербайджан, Грузию и Турцию к Средиземному морю. Это такой знаменитый маршрут Баку-Тбилиси-Джейхан. Так вот, он вывел каспийскую нефть в обход всей России. Сейчас арабские страны делают ровно то же самое, но уже в обход Ирана. Сейчас значительные инвестиции идут на расширение существующих обходных маршрутов и строительство новых. Эти проекты снизят рычаги влияния Ирана и повысят устойчивость глобальных поставок. И именно поэтому, внимание, Иран хочет закрепить новые правила прямо сейчас. Ценность удержания Ормузского пролива в заложниках со временем уменьшается. Именно поэтому Иран хочет как можно быстрее начать собирать пошлину, сборы за проход судов, для того, чтобы успеть на этом заработать. Потому что совсем скоро зарабатывать не получится. Ну и, как говорит МакГурк, это ключ ко всей войне. Пока Ормузский пролив единственный выход для нефти из Персидского залива, Иран держит весь мир за горло. Но как только заработают трубопроводы в обход, его главный козырь обесценится. Поэтому Тегеран и спешит. Ему нужно выжать максимум из блокады пролива, пока обходные пути еще не достроены. Впрочем, есть и трезвая оговорка в этой ситуации. Трубопроводы – это не панацея. Они также уязвимы для дешевых асимметричных атак Ирана, например, беспилотниками, как и танкеры в Ормузском проливе. И вот по оценке Goldman Sachs к концу 2028 года трубопроводные мощности региона могут покрыть более 60% довоенного объема экспорта нефти стран Персидского залива, но полностью заменить Ормузский пролив они не смогут. Это скорее геополитическая страховка от сбоев в Ормузском проливе, чем полноценная замена. Итог. Впервые за всю войну маленькие арабские монархии, Кувейт и Бахрейн, сами ударили по Ирану, а Объединенные Арабские Эмираты обеспечили их разведкой и прикрытием. Это значит, что война окончательно перестала быть противостоянием только США и Ирана. В нее втягиваются страны региона, формируется даже такая арабская коалиция против Тегерана. 5 месяцев эти страны были мишенью, и теперь они стали участниками. Параллельно весь регион перестраивается под новую реальность. Ну, раз Иран сделал Ормузский пролив оружием, соседи строят трубопроводы в обход через Сирию, Иорданию, Турцию к Средиземному морю и Красному морю в том числе. Ну и, как сказал спецпосланник Трампа, цель сделать Ормузский пролив незначительным к 2030 году.